день, уважаемые студенты. Сегодня у нас 30 апреля. Тема открытого урока – замесить заварное тесто и приготовить изделие из него. Я сейчас вам полностью расскажу процесс заварки заварного теста, все проговорю нюансы, минусы, плюсы, принцип выпекания заварного теста, что мы должны знать и не допустить ошибок. Приступим. Хочу проговорить наше сырье, то, что у нас входит для заварки нашего теста. Нам необходимо молоко жирностью 3,2%, вода, яйца, мука высшего сорта, масло сливочное 72% и соль. Здесь я заранее подготовила все необходимые ингредиенты: молоко, вода, соль, масло. Мука. Муку мы должны обязательно предварительно просеять. Я думаю, вы понимаете, для чего это нужно. И наш яичный меланж. Яйца, когда мы работаем с яйцом, мы обязательно яйца обрабатываем, потом только приступаем к работе. Я заранее все подготовила, яйца я пробила венчиком, чтобы у нас были они однородные. Далее я объясню, для чего это нам нужно. Сейчас мы приступим к заварке заварного теста. Заварную основу мы должны довести до кипения. Только после этого мы всыпаем муку. Муку мы всыпаем сразу одним этапом. Для чего это нужно? Чтобы у нас не образовались комки. Потом силиконовой лопаткой мы все тщательно и однородно промешиваем, провариваем, чтобы не образовались комочки. И наше заварное тесто мы должны уварить до испарения лишней влаги. Если мы тесто наше не проварим и у нас останется лишняя влага, при выпечке заварные наши изделия порвутся, и, соответственно, уже будет несоответствующий вид. Сейчас мы нашу жидкость доводим до кипения на высокой температуре. После того, как я заварю муку, мы температуру снизим. Ребят, вы, наверное, знаете, что такое заварное тесто, и вы знаете, сколько можно изделий, правильно, сделать. Давайте проговорим, какие у нас изделия заварного теста. Правильно. Сейчас также можно эклеры, заварные кольца, профитроли, шу, можно наполнять различными кремами, правильно? Уже на усмотрение кондитера, ну и также на усмотрение вашей фантазии. Также можно оформлять. Наше молоко закипает. Сейчас оно у нас полноценно закипит. Только после этого мы будем заваривать. Почему мы должны заварное тесто заваривать в сотейнике с толстым дном? Кто мне скажет? Потому что если дно тонкого сотейника, тесто быстро сварится и будет прилипать к дну. Но это не даст хорошее качество теста. Хорошо завариться и свариться вода. И плюс еще может быть посторонний запах пригоревшего муки, правильно? Да. А почему мы используем в заварке заварного теста сливочное масло, не маргарин? Потому что в маргарине большое количество воды, которая испарится, когда будем заваривать тесто. А это не даст жирность и ту консистенцию, которую нам нужно. Замечательно. Скажите, а сколько этапов обработки яйца проходят? 4. Первая чистая вода, она замочивается и дает очиститься от мусора яйца. Дальше идет пищевая сода, замачивается. Можно в пищевой соде, можно в кальцинированной соде, раствор 2%, правильно? И грамм хлорида. Да. И дальше промывается чистой водой. А температура воды какая должна быть? До 40 градусов, да.
И последняя ванна у нас идет уже ополаскивание, да? Мы яйца очищаем уже от примесей. Теперь скажите, пожалуйста, почему мы используем муку высшего сорта? В муке высшего сорта у нас... Клейковина высокая, она не дает порваться тесту при выпечении. Угу. А скажите, пожалуйста, после того, как мы наши полуфабрикаты, изделия заварного теста поставили отпекать, первые 10 минут какую нельзя допустить ошибку? Угу. А какие могут быть последствия? Если откроется, температура спадет, и тесто просто-напросто не поднимется, и там внутри будет хлебный мех. Правильно, замечательно. Что мы можем в процессе выпечки сделать? Поднять температуру или спустить? Да, спустить можно спустя 10 минут, когда оно уже наберет объем. И если оно будет также продолжаться печь высокой температуры, он просто сгорит. Отлично. Наше молоко с маслом сливочным закипело. Так, получается у нас такая красивая основа. Температуру спускаем. И в один этап засыпаем муку. И круговыми движениями, быстрыми, мы должны заварить наше заварное тесто, чтобы не образовались комочки, правильно? На дне сотейника образуется пленочка. Как она правильно называется? Ну, когда мы завариваем тесто, заварили тесто, мы выпариваем лишнюю влагу, правильно? На дне у нас образуется такой красивый налет. А как можно еще определить готовность заварного теста? Как оно себя ведет? Ну, по каким критериям вы можете определить, что ваше заварное тесто заварилось? Эластичная консистенция. Наше тесто собралось в один шарик, правильно? И на дне сотейника у нас образовался легкий налет, правильно? Что нам дает понять то, что мы тесто заварили. И оно у нас готово, правильно? До какой температуры мы должны в планетарном миксере остудить наше тесто? 60-55. Оно остужается, чтобы яйцо не сорвалось. Угу. А яйцо мы можем влить? Поэтому, Угу. чтобы тесто, оно... Ну, чтобы не образовались комочки, правильно? Да. Если мы яйцо вольем в один этап, у нас сразу тесто... Тяжело. Масса у нас получится такая киселеобразная, правильно? И тесто в себя уже не возьмет меланж, правильно? Поэтому лучше не торопиться, а спокойно, поэтапно вливать наш меланж. Ну вот посмотрите, кто мне скажет, готово наше заварное тесто или нет? Еще нет. Еще нет. А как ты определила? Потому что у нас еще выходит пар, правильно? Нет налета, и наше тесто еще не собралось в шар, правильно? При заваривании теста что мы используем? А почему именно лопатку? Почему не венчик? Лопатка может подстраиваться под ваши руки, и с ней удобно работать. Угу. А венчик будет открывать внизу. Венчик забьется тестом, правильно? Сейчас что вы можете сказать? У нас есть легкий налет. Тесто чуть-чуть еще. Буквально несколько секунд, и наше тесто будет готово, правильно?
процессе заварки мы можем наше тесто оставить и уйти? Нет, да? Мы постоянно должны... Наши ребята сегодня основательно подготовились. На все вопросы даете четкий, правильный ответ. Я думаю, все любят изделия заварного теста, правильно? Это очень бюджетный, доступный вариант, который мы можем как на производстве, так и дома, правильно? Ну что, мы можем сказать, наше тесто готово, мы выпарили лишнюю влагу, правильно? Тесто у нас собралось в один шар, и имеет наш сотейник легкий налет, правильно? Но при всем при этом у нас тесто не подгорело и не имеет посторонних запахов, правильно, и привкусов. Следующий этап – это у нас мы перекладываем наше заварное тесто в дежу миксера. И специальной лопаткой мы остужаем тесто до температуры, нужной нам, правильно? От 50 до 45 градусов, чтобы наши яйца не заварились. И тесто у нас получилось отличное. Сейчас мы должны пробить. Тесто наше остынет, выйдет горячий пар, и мы приступим уже к вливанию меланжа, правильно? Ну, как мы подготовили яйца, мы с вами проговорили, правильно? Как обрабатываются наши яйца, мы знаем. Для чего мы пробили наши яйца венчиком, мы тоже знаем, чтобы у нас меланж был однородный, правильно? Чтобы не было отделений белка от желтка и также не промесов в заварном тесте, правильно? Ну, тесто у нас, конечно, очень горячее, у нас займет это буквально несколько минут. Мы лучше уделим нужное нам время, нежели мы испортим наше тесто, правильно? И у нас не получится нехорошее изделие. Поэтому мы не будем торопиться, дождемся нужной нам температуры. Теперь скажите, ребята, вот когда у нас готовое тесто, что мы используем? Мы подготовили тесто, мы используем кондитерский мешок, правильно? Мы используем насадку. Эта насадка у нас в форме звезды, правильно? Формой звезды мы можем отсадить заварные кольца, эклеры, профитроли в форме звезды, правильно? Ну, а профитроли, конечно, лучше отсаживать круглой насадкой, правильно? Чтобы у нас кольца получились одинаковые, ровного диаметра, что мы должны сделать предварительно? Можно взять абревированный коврик, а там есть специальная формочка. Да, да. Ну, также можно использовать кольцо, правильно? Предварительно мы его можем обмакнуть в муку и сделать нужные нам наметки, правильно? Нужного нам размера. И тогда наши кондитерские изделия будут эстетично выглядеть красиво, ровно, правильно? После выпечки заварных изделий что мы должны? Какой этап у нас следующий? Мы должны остудить, правильно? Потому что у нас идет крем. Если мы наши кондитерские изделия будем использовать в горячем виде, наш крем просто... Да, и, соответственно, у нас будет некрасивый вид, правильно? Если мы работаем на производстве, мы не сможем продукцию нашу выпустить в торговый зал на продажу, правильно? Но даже если мы изделия выпекаем дома для гостей, соответственно, у нас будет некрасивое, правильно, изделие, за что нам будет стыдно. Поэтому мы должны поэтапно все делать правильно. Так, ну давайте остановим наш миксер, посмотрим. Посмотрите, наше тесто пробилось. Видите, какое оно? Эластичное, красивое, без комочков муки. Мы проварили все правильно. Теперь мы приступаем к второму этапу взбивания теста. На медленной скорости я вливаю постепенно меланж, правильно? Меланж я вливаю тонкой струйкой.
И на какой-то момент я жду, чтобы тесто в себя вмешало яйцо, меланж. Если я сделаю это сразу, у нас просто оно отщелкнется. Оно, конечно, потом в себя возьмет тесто, наш меланж, но будут мелкие крупинки, такие как в виде горошин, которые не пробиваются. Поэтому нужно все делать с расстановкой, правильно, грамотно ко всему подходить. Не торопиться, не суетиться, чтобы наше сырье, продукты не испортить, правильно? А если, допустим, в домашних условиях у нас нет планетарного миксера, как мы можем сделать заварное тесто? Силиконовой лопаткой, правильно? Или ручным миксером, правильно? Но также используя правильные насадки в виде венчиков, правильно? Ну, я думаю, все дома делают кондитерские изделия. С учетом того, что у нас хорошая была практика на производстве, все ознакомились по программному материалу, правильно? Все ознакомились, что такое заварное тесто, вафельное тесто и изделия из него, правильно? А если мы больше положенного вольем меланжа, и наше тесто получится жидким? Да, но какие у нас будут потом результаты? При отсадке с кондитерского мешка и насадке у нас не будет нужной нам формы, правильно? И при выпечке, когда жидкое тесто, изделия наши начинают гореть, они не увеличиваются в объеме, и мякиш наш остается сырой. Поэтому мы всегда работаем по технологическим картам, правильно? От себя мы не имеем права что-то добавить или убавить. Также мы работаем по книге Buteykis, мы разрабатываем технологическую карту, правильно? Исходя от нормы продуктов, мы знаем, какой у нас будет выход, правильно? Мы работаем с весами, мы работаем с нужными нам ингредиентами, которые соблюдаются сроки хранения, правильно? Наше тесто пробивается, оно уже собирается в один общий шар, эластичное, нужной нам температуры. Очень красивое, то, что мы используем нужные и правильные ингредиенты, правильно? Можно, конечно, использовать муку и первого сорта, но нежелательно, правильно? Также мы должны не забывать о расходе сырья, мы должны тщательно зачищать нашу тару, правильно? Не смывая сырье, чтобы не привело это к перерасходу, правильно? Так как и дома, и на производстве. Сами понимаете, грамм грамму получается килограмм, правильно? Сейчас мы должны остановить наш миксер. И силиконовой лопаткой мы должны наше тесто собрать с краев дежи, правильно? Это нужно для того, чтобы наше тесто было полностью промешанное, эластичное, и чтобы не осталось у нас на дне или по краям бачка непромесов, правильно? Что вы можете сказать сейчас о нашем тесте? Оно у нас готово или еще требует меланж? Еще требует, да? А как по-простому можно сказать, что наше тесто готово? Оно должно течь В форме, иметь форму треугольника. Правильно. По-простому говорят, форму клювика, да, такого заостренного.
Сейчас, после того, как я сделаю нужное нам изделие заварного теста, мы уже приступим к самостоятельной работе. Наша группа распределена на 4 подгруппы. У каждого есть свое индивидуальное задание, правильно? Вы приступите также самостоятельно к заварке теста, взбиванию, формовке, ну и уже оформлению. Ну что, ребят, скажете? Смотрите. Готово. Готово? Похоже на клювик? Да. Да. Правильно? Держит форму, не стекает, правильно? Значит, наше тесто готово, и мы можем приступать уже к отсаживанию наших изделий, правильно? Полуфабрикатов. Так, ребят, посмотрите, тесто наше готово, правильно? Оно у нас очень красивое, с ароматным вкусом сливочного масла, что тоже немаловажно. Эластичная, нет комочков посторонних, правильно? Не промесов. Держит форму клювика. Это получается, наши изделия будут красивой формы, не растекаться и не будут гореть при выпечке, правильно? Заранее я подготовила нашу печь, выставила время и нужную нам температуру 200 градусов, правильно? Мы должны это делать заранее, с учетом того, чтобы у нас подготовлено было все, и мы не теряли время. Если мы наши изделия оставим, допустим, на какой-то период времени, они у нас обветриваются, и уже, соответственно, у нас будет корочка обветрена, и не будет такого подъема. Сейчас я сделаю изделие с нашей насадки, форма звезда. Это у нас будут заварные кольца, эклеры. И также я покажу профитроли с насадки звезда. Мы постоянно должны знать о расходе сырья. Мы должны нашу дежу всегда зачищать. Но не то, что дежу, вообще все. И оборудование, венчики, чтобы у нас не было перерасхода, правильно? Мы должны к этому очень бережно подходить. Так, ну вот наш кондитерский мешок с формой насадки звезда. Дежу я зачистила и отдаю уже в мойку. Заранее я подготовила наш кондитерский лист с тефлоновым покрытием. Я сделала наметочки, правильно? Чтобы кольца у нас все были нужного нам размера. И приступаю. Мешок также нужно держать правильно. Левой рукой мы держим основание мешка, чтобы отсюда у нас тесто наше не вытекало. А правой рукой мы мешок распределяем пополам, чтобы вес распределялся правильно на руку. Если мы одной рукой будем держать мешок, мешок наш может не выдержать и лопнуть, правильно? Ну и вам также будет сложно отсаживать нужные изделия. Приступаем. Вот такой круглой формы у нас должны получиться наши заварные кольца. Теперь я приступаю к формовке эклеров. Также мы должны наш носик затянуть обратно, чтобы при выпечке он у нас не торчал. И при оформлении у нас были эклеры красивые, как вот сейчас наглядно показано. Сейчас я отсадила заварные кольца, эклеры и покажу, как отсаживаются профитрольки. Также мы должны учитывать тот момент, во время выпечки наши профитроли увеличиваются в объеме, и нельзя друг другу близко отсаживать. Мы должны оставлять между ними нужное нам расстояние, правильно? Ну вот такие красивые у нас получаются профитроли, правильно? Также мы можем отсадить их, где у нас позволяет место.
не оставляя при этом тесто в нашем кондитерском мешке. Правильно? Ну все. Наш мешок пустой. Наши кондитерские изделия с заварного теста, полуфабрикаты готовы. Мы ставим отпекать. Наши полуфабрикаты, изделия заварного теста выпекаются при температуре 200 градусов. Изначально время у нас 15 минут. Потом мы температуру снизим до 185 градусов. Если нужно будет, нам мы добавим время до готовности наших изделий. Ну а сейчас, ребят, мы приступаем к самостоятельной работе. Наши подгруппы знают свое задание, правильно? И мы начинаем готовить. Наши заварные отпеклись. Они имеют вот такой красивый янтарный цвет. Теперь мы можем наши изделия оставить остывать. Они имеют красивый цвет, очень легкие, что означает, что наши кондитерские изделия заварного теста пропеклись. Наш открытый урок подошел к своему завершению. Наши изделия заварного теста готовы. Оформлены они индивидуально. У нас заварное кольцо, профитроли, заварные кольца оформлены клубникой, сахарной пудрой, вареной сгущенкой, полуфабрикаты. По программному материалу мы все выполнили. Спасибо всем большое. Наш урок подошел к завершению.